В эфире новости, подготовленные службой информации телеканала ТУВА-24, в студии Чинчик Ашпукол. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Итоги первого дня работы тувинской делегации на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Итоги рабочей командировки спецпредставителя в зону специальной военной операции. На площади Арбата отметили Пушкинский день. В Тувинском институте развития образования чествовали самых грамотных. Расскажем о достижениях спортсменов-ветеранов, которые подают лучший пример молодому поколению Тувы. А теперь об этом и не только, более подробно. Накануне в рамках 27-го Петербургского международного экономического форума глава Тувы Владислав Ховалык подписал соглашение с Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России, которое позволит республике получить доступ к передовым практикам и экспертизе в области кластерного развития. Все подробности далее. Сегодня был подписан договор для наращивания туристического потенциала Тувы, развития инфраструктуры и качественного сервиса гостеприимства. Глава Тувы Владислав Ховалык в своем блоге отметил, что необходимы новые и современные гостиничные комплексы. Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение с президентом Космос Отель Групп Александром Петровичем Биба. Мы неоднократно встречались, прорабатывали вопрос и теперь закрепили намерение, в частности, реализации инвестпроекта по созданию гостиничного комплекса в Кызыле уровня 3 звезды. Также руководитель республики поделился, что этот комплекс привязан к новому буддийскому монастырю Туптен-Шедруплинг, самому крупному в России, который построен под руководством фонда Кужегета Шойгу. Монастырь привлекает большое внимание как ценителей буддийской архитектуры, так и паломников со всего мира. Туптен-Шедруплинг стал сильной точкой притяжения туристов. Кроме того, в рамках форума представителями из Тувы начато наращивание сотрудничества с Республикой Беларусь. Так состоялась встреча с белорусской делегацией. Мы организовали бизнес-миссию в Беларусь. Наши предприниматели подготовили ряд экспортных предложений. К примеру, почти сразу организована поставка кедровых орехов. Изучаем предложения белорусских партнеров. В зоне особого внимания продукция сельскохозяйственной направленности, вакцины, удобрения. В рамках форума пройдет примерно 150 открытых дискуссий и сессий. Будут подписаны разнообразные соглашения в плане обсуждения места России в мировой политике, традиционные ценности, развития международных отношений и многополярный мир. В пятницу, 7 июня, центральным событием всего форума станет пленарное заседание с участием президента России. Айсу Мангуш, Мирана Иргит, телеканал ТУВА-24. 3 недели назад спецпредставитель главы Тувы по вопросам специальной военной операции Тимур Кулар выехал в рабочую командировку в зону СВО, где встретился с нашими военнослужащими. Помимо поездок в военной части на линии фронта, Тимур Кулар посетил и Ростов-на-Дону. Об итогах поездки расскажем в нашем сюжете. Мы, ребята, которые находимся на зоне СВО, перед выходом на задачу нас порадовала Республика Тува музыкой. Духовная пища. Также мы благодарим губернатора, весь народ Тувинской земли за то, что они помнят, за то, что они любят, за то, что они греют нас. Здесь трудные, тяжелые минуты. Низкий вам земной поклон за ваших сыновей. Спецпредставитель главы региона по вопросам специальной военной операции Тимур Кулар на этой неделе вернулся из зоны на передовой, куда выезжал для встреч с военнослужащими из нашей республики. Тимур Борисович побывал в воинских частях, куда ранее выехала делегация из Тувы с гуманитарным грузом от республики. В составе делегации был и солист ансамбля «Тыва» Садымол Кулар, который поддержал боевой дух бойцов родными напевами. Для наших бойцов было важно увидеть представителя власти родной республики. У них была возможность расспросить о новостях с малой родины от первого лица, а также на месте решить вопросы, связанные с денежным довольствием или отпусками. Ребята высказали свои просьбы по снаряжению и просили передать теплые слова своим родным. Настроение наших ребят во всех направлениях очень боевое, настрой у них очень хороший. Видимо, этот результат работы командующего состава. И они, в свободное время нет, кто-то на занятиях, кто-то на учениях, кто-то выполняет задачу. И вот эта забота командиров, видимо, это самое, как раз создает ту атмосферу, которая должны быть там, как один кулак.
В поездках между подразделениями одним из приятных открытий стала исправная работа отправленной на фронт из Тувы техники. Машины, которые когда-то были собраны и направлены из республики в качестве помощи нашим военнослужащим. Железные кони так и продолжают верно служить на благо бойцам. Так, при посещении Запорожской области в одном из населенных пунктов я обратил внимание нашу единицу техники, которую ровно год назад мы направляли в виде гуманитарной помощи. УАЗик в исправном виде. Конечно, в боевых условиях он боевыми ранениями. Плюс еще мы встретили машину, вот буквально недавно отправляли в виде микроавтобуса. Тоже 155-й бригаде он ездит исправно. Весь коллектив пользуется этой машиной. По поручению главы региона Владислава Хавалыга в ходе рабочей командировки спецпредставителя был также передан и гуманитарный груз нашим военнослужащим от земляков. Целая большегрузная фура доставила все самое необходимое для передовой в город Свердловск. Со всеми ребятами созвонились, и они прибыли для получения гуманитарной помощи от правительства республики Тыва. Утром мы со всеми бойцами встретились, выдали 2 машины. УАЗ высокой проходимости, 1 машина для медицинской роты 55-й горной гвардейской бригады, а также 3 мотоцикла для наших также бойцов нашей горной бригады. Это для разведчиков, для выполнения боевых задач на передней линии фронта. Также гуманитарная помощь была доставлена и другим военнослужащим, которые бок о бок с нашими земляками выполняют боевые задачи. Мирные жители тоже не остались в стороне, получив от Республиканского министерства культуры музыкальную аппаратуру. Делегация из Тувы также посетила раненых солдат в госпиталях. Ребята были приятно удивлены столь неожиданной встрече. Я по поручению председателя Верховного Хурала парламента республики Кангула Тимуровича посетил госпитали некоторые. Такие как Ногинск-9, это закрытый госпиталь, где получили увечья наши бойцы. Также посетили Вороновскую клиническую больницу. Ребята поправляются, их уже на днях выписывают. В командировку Тимура Кулара входила и поездка в Ростов-на-Дону. Одной из главных целей выезда спецпредставителя главы Тувы стало посещение войсковой части 522, в которой ведется работа по опознанию погибших военнослужащих. Здесь Тимур Кулар встретился со специалистами Бюро судебно-медицинской экспертизы республики во главе с Хирелом Даржо. Эксперты оказывают помощь своим ростовским коллегам в установлении данных павших воинов. Напомним, ранее после личной встречи Владислава Хавалыга с родственниками тувинских участников специальной военной операции было обговорено, что группа из 8 врачей-судмедэкспертов будет выезжать в город Ростов-на-Дону для помощи коллегам на месте. Арлана Байду, Буяно Юндар, Жусат, телеканал Тува-24. Герои не умирают, пока жива о них память. Сегодня в Верховном Хурале прошла церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Ордена мужества передали родным и близким военнослужащих, которые героически погибли в ходе выполнения задач специальной военной операции. Глубокое уважение и признательность ушедшим за их подвиги и преданность своему долгу. В такие дни, как сегодня, сложно подобрать слова утешения. И лишь родные и близкие чувствуют невыносимую боль. Торжественная церемония вручения государственных наград началась с исполнения гимнов России и Тувы. Сегодня посмертно орденами мужества награждают тех, кто исполнил свой воинский долг в ходе специальной военной операции ценой своей жизни. Сегодня мы собрались в зале Верховного Хурала парламента Республики Тыва, чтобы от имени многонационального народа нашей малой Родины почтить память наших сыновей республики, отдавших свои жизни при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. Мы искренне выражаем родным и близким, матерям, отцам, женам, детям, родственникам погибших героев чувство глубокого соболезнования, искреннего сопереживания. Ради нас, ради будущего Великой России они отдали самое дорогое
свою жизнь. Указом президента России за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга во время специальной военной операции, орденами мужества посмертно награждены сержант Андриан Тоспанкомбу, рядовой Айхан Кужгет, младший сержант Омак Оржак, рядовой Тумендожу Тюлюш, младший сержант Омак Кадыя, рядовой Эртене Ондар, рядовой Менгул Мунсук, рядовой Чаян Сая, младший сержант Анатолий Оюн и рядовой Андрей Бадухо. Посмертные награды передали семьям погибших. Не смыть слезами боли, утраты. Мне предоставили слово, а подобрать те слова, которые надо бы сказать, чтобы облегчили вашу боль хотя бы на 1/1000. Эти слова трудно подобрать. Наши земляки проявили героизм, мужество. И вы, мои дорогие, будьте мужественны, держитесь, крепитесь. Указом президента Российской Федерации за проявленный героизм орденами мужества посмертно награждены 10 павших героев. Айра Садбиануюн и Азамат Очур, телеканал Тува-24. В Туве по инициативе главы региона Владислава Хавалыга пройдет межведомственная операция «Барьер». Оперативно-профилактические мероприятия запланированы на июнь и июль. Поводом для усиления контроля послужило возросшее число дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пьяных водителей. Так, только на минувшей неделе, по данным полиции, на дорогах республики произошло 16 ДТП, в том числе 2 наезда на пешехода. В результате происшествий пострадали 17 человек, 14 из них получили травмы и ранения различной тяжести, 3 погибли. Кроме того, за неделю госавтоинспекторы остановили 29 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Все они будут лишены водительских прав. Также в ходе операции «Барьер» планируется работа на пунктах правопорядка и погранпостах по выявлению фактов нелегальной перевозки алкогольной продукции, запрещенных товаров и незаконной эксплуатации транспортных средств. В рамках операции планируется повысить взыскиваемость административных штрафов, а также усилить проверки граждан, прибывающих в населенные пункты в радиусе 5 километров от пограничной зоны. В соответствии с рекомендациями главы Тувы, операция «Барьер» пройдет в комплексе с другими профилактическими мероприятиями. Помимо сотрудников дорожной полиции, в нее включатся специалисты региональной службы по лицензированию, налоговая инспекция, таможня, погрануправление ФСБ, служба приставов и другие структуры. К другим темам. Творчество великого русского поэта, основоположника русского литературного языка Александра Пушкина знакомо каждому с детства. Сегодня, 6 июня, по всей России проходят мероприятия, посвященные 225-летию со дня рождения великого гения. К ним относится и всероссийский пушкинский диктант. Все подробности далее. Сегодня, 6 июня, проходит день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Ему исполняется 225 лет. Сейчас мы находимся в Республиканском Тувинском лицее-интернате, где проводится пушкинский диктант. День рождения Александра Пушкина отмечается так же, как День русского языка. С 2013 года в нашей стране проводится пушкинский диктант. И вот уже на протяжении 11 лет 6 июня Тува участвует в международной образовательной акции и пишет диктант. Ежегодно по всей республике принимает огромное количество ребят участие в этом мероприятии, обучающиеся с 1 по 11 класс, а также студенты и желающие взрослые. Тувинский республиканский лицей-интернат является самой крупной площадкой в Кызыле, где проводится международная акция. Задания ко Дню русского языка выполняют 118 участников со 2 по 11 классы. Задания предполагают вопросы различного уровня сложности, которые касаются как биографии самого поэта, так и произведений писателей Золотого века. Даяна Караол и Кудерек Мангуш поделились своими впечатлениями от участия в диктанте. Я уже участвую 4-й год в пушкинском диктанте, и мне довольно это нравится. Задания, они умеренно сложные, умеренно легкие. Я просто пришел на свои знания проверить, что я за год выучил, как я учился. Сегодня на нескольких площадках проводится пушкинский диктант. Он продолжится до 10 июня. Данный проект поддерживается Министерством просвещения Российской Федерации и входит в национальный проект образования. Целью международной акции является популяризация русского языка, литературы и культуры России, повышение уровня грамотности у широких масс населения. Айсу Мангуш, Владимир Сюртук, Ангар Кюжугет, телеканал Тува-24.
И в продолжение темы театрализованное представление, викторины, стихи, а также конкурсы. Сегодня, в День русского языка, на площади Арбат был организован Пушкинский день. Имя Александра Сергеевича Пушкина широко известно в нашей стране и за рубежом. С него ведется отсчет современного русского языка, простого и понятного, выразительного и гибкого. Артист театра кукол представил художественный номер «Письмо Онегина к Татьяне». Игровая программа «Путешествие в Лукоморье» в исполнении сотрудников детской библиотеки имени Корнея Чуковского завоевала внимание маленьких зрителей. Сегодня исполнилось бы 225 лет со дня рождения великого русского поэта, писателя Александра Сергеевича Пушкина. Играю ученого кота, так как бы играю главного героя, да, сказку «Лукоморье». В нашей стране нет человека, который не знает хотя бы одного произведения Пушкина. Его творчество знакомо каждому с детства и сопровождает на протяжении всей жизни. Пушкин наше все, потому что именно он стал тем самым человеком, который продвинул обычный народный русский язык на вершину литературы, то есть создал настоящий русский литературный язык. Что бы ни говорили сегодня о нынешнем поколении, на самом деле, как библиотекарь, могу сказать, что наши читатели, они знают наших писателей. Сколько бы лет ни прошло, значение творчества Пушкина не меркнет. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит под спи кругом. Я знаю стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Клеветникам России», посвященное восстанию Польши в 1831 году. Начинается оно, кажется, так. «О чем шумите вы, народные витии? Зачем грозите вы анафемой России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте. Это спор славян между собой». Александр Сергеевич Пушкин хороший поэт. Он сделал много для русского языка. Самую популярную сказку среди детей это о золотой рыбке, где он рассказал о жадности, то что жадность ни к чему хорошему не приводит. Представление было интересно. Там кукольный театр, пели, на пианино играли. Мероприятие завершилось праздничным флешмобом, в котором приняли участие все желающие. Айра Садбемагуш и Азамат Очур, телеканал Тува-24. На базе Тувинского института развития образования и повышения квалификации состоялась церемония награждения победителей 3 конкурсов: республиканского конкурса литературного творчества «Мое первое перышко», регионального флешмоба на чтение стихов Пушкина и регионального конкурса эссе среди педагогов «Мы сохраним тебя. Русская речь. Великое русское слово». Наша съемочная группа присоединилась к церемонии поздравления лучших из лучших. 6 июня вся страна отмечает Пушкинский день и День русского языка. Именно в этот день было решено подвести итоги самых грамотных и поэтичных персон республики. В рамках конкурса «Мое первое перышко» с 15 марта по 9 апреля принимались работы школьников со всей Тувы в виде стихотворений, рассказов и басен. Я написал сочинение про суворовские подвиги. Я выбрал эту тему, потому что считаю, что нужно брать пример с великого полководца Александра Васильевича Суворова. Написал я полностью сам, но идею предложила Ксения Сергеевна. Это мой преподаватель.
Я очень рад, что мое сочинение оценили по достоинству, я занял первое место. Следующие, кого награждали, стали победители и призеры регионального флешмоба на чтение стихов. Участвовали в нем практически все, от учеников до педагогов. Со всей республики конкурсанты направляли свои видеовыступления с 13 по 21 мая. Среди 82 человек лишь 20 были приглашены на награждение. Я примерно месяц назад участвовала в конкурсе стихов, где мы читали стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Он назывался «К Чадаеву». Я очень благодарна, что мы заняли первое место, и благодарна своему учителю Кулар Розали Параевну, что она нас подготовила и вложила в нас свою душу. Я уже не в первый раз участвую в конкурсе стихов, и готовлюсь я примерно 1 неделю. Региональными властями уделяется большое внимание как сохранению родного языка, так и изучению русского. Это было бы недостижимой мечтой без учителей русского языка, которые обучают детей грамотной речи и правописанию. В этот праздник глава Тувы Владислав Хавалых поблагодарил за непростой труд наставников школ и садов. Елена Афонина стала одной из них. Она посвятила 20 лет своей жизни просвещению детсадовцев. На занятиях у нас в основном это проходит в игровой форме. Я сама готовлю для них различные дидактические игры, чтобы детям было понятно, чтобы дети усвоили материал и могли свободно составлять предложения, общаться друг с другом и отвечать на мои вопросы. Я очень благодарна главе нашей республики за что он оценил мой труд. Также были подведены итоги регионального конкурса эссе среди педагогов республики. Он проводился с целью привлечения к проблеме сохранения русского языка и литературы. Всего было принято 54 работы. Были определены 3 призовых места, а также различные номинации. Все победители получили ценные призы и различные сертификаты. Арлана Байду, Буян Мунгуш, Азамат Учур, телеканал Тува-24. Родители, отправляющие детей в загородные лагеря, могут вернуть половину стоимости приобретенной ими путевки. Об этом Министерство образования республики напомнило на последнем в этом учебном году региональном родительском всеобуче. В Минобре напомнили также об обязательных условиях, которые должны быть соблюдены для получения компенсации. Так, в лагере ребенок должен находиться не менее 21 дня. Компенсация выплачивается не чаще 1 раза в год. Выплата производится в размере 50% от средней стоимости путевки только в отношении загородных лагерей. Главным основанием для получения выплаты служит путевка, приобретенная в текущем году. Для получения компенсации необходимо до 1 октября обратиться в управление образования муниципалитета, где прописан ребенок. Напомним, что всего в этом году в Туве откроется 19 загородных оздоровительных лагерей. Средняя стоимость путевки в них утверждена в размере 17 157 рублей. Принимать детей эти лагеря начинают в период с 5 по 17 июня. Средняя стоимость путевки в дневной лагерь составляет 6016 рублей, в палаточный – 4935. Лагеря дневного пребывания поэтапно откроются до 8 июня. Один палаточный лагерь «Спутник» начнет работать с 14 июня. Ответы на все интересующие вопросы по путевкам, оформлению компенсации и организации летнего отдыха можно получить по телефону горячей линии Министерства образования. Стали известны первые результаты государственных экзаменов, проходивших в Туве. Как сообщил глава Тувы Владислав Хавалых в своем блоге, максимальный результат получила выпускница Кызылского президентского кадетского училища. Выпускница Кызылского президентского кадетского училища Вера Скоридова получила 100 баллов на ЕГЭ по химии. Девушка давно увлекается химией, побеждала на профильных олимпиадах и конкурсах. Претендует на золотую медаль. Выбрала профессию военного врача. Готовится к поступлению в военно-медицинскую академию имени Кирова в городе Санкт-Петербурге. Высокие результаты выпускницы на ЕГЭ, в том числе заслуга преподавателя химии Кызылского президентского кадетского училища Азианы Канмадровны Зайцевой. Поздравляю! Напомним, в прошлом году 100-бальников по результатам ЕГЭ в Туве насчитывалось 7 человек по предметам география, русский язык и обществознание. Это выпускники лицея номер 15, гимназии номер 5, столичной школы номер 7 и Кызылского президентского кадетского училища. С 28 по 31 мая во Дворце спорта «Юбилейный» города Смоленска прошел открытый чемпионат России по вольной и греко-римской борьбе среди мастеров ковра. В турнире приняли участие спортсмены из Тувы. О достижениях спортсменов-ветеранов, которые подают лучший пример молодому поколению, расскажет наш корреспондент.
Ведущие спортсмены России, стран СНГ и дальнего зарубежья в открытом чемпионате России по вольной греко-римской борьбе приняли участие более 250 спортсменов. Среди участников были чемпионы России, Европы и мира, а также многократные победители и призеры ветеранских чемпионатов. На этих соревнованиях интересно, что два вида единоборства, греко-римская и вольная борьба. Команды очень хорошо подготовились, особенно сборная команда Дагестана, 40 человек. Здесь дома готовились именно по греко-римской серьезно, потому что этот вид спорта у нас в республике не очень популярный, поэтому мы готовились на выезд вот серьезно. Но я по греко-римской борьбе занял первое место, золото. Со мной боролся, второе место занял. И по Оренбургу тоже мы встречались, тоже он не проиграл. Он чисто в греко-римской борьбе, неоднократный призер. И на этот раз его я вообще хорошо, легко выиграл по бросок через Петру. Республику на турнире достойно представили 12 спортсменов разных возрастов. В копилке наград золотые, серебряные, а также бронзовые медали. Я стал чемпионом сразу по греко-римской и вольной борьбе, завоевав 2 золота. Мои противники были очень сильными и подготовленными. Для меня это не первые соревнования. Борьбой я занимаюсь уже много лет. Сам я тренер. Сейчас мы начинаем уже усиленную подготовку к другим соревнованиям. Спортсмены, ветераны – это люди, чья страсть к спорту не угасает ни с годами, ни с возрастом. Они с легкостью дадут фору даже молодым. Они не только продолжают тренироваться, но и участвовать в соревнованиях, а также вдохновляют молодое поколение своим опытом и мастерством. Наши старшие, Карасал Анатолий Юзинович, Ожак Майвол Соревнович, Фертага Ясупевич, Карасал Маканголович. На них равнялись, и мы первый раз поехали на этот чемпионат России. В студенческие годы участвовал, и последую по сегодняшний день стараюсь не пропускать, так сказать, заниматься спортом. И чтобы у меня у самого сыновья растут, чтобы им тоже подавать пример, а я сам равняюсь на своих старших. Примечательно, что наши спортсмены завоевали 17 призовых медалей именно в год 65-летия вольной борьбы в Туве. Наши ветераны показали большой пример для нашего подрастающего поколения, для детей, молодежи, что хоть и после, скажем так, молодого возраста, можно заниматься и нужно заниматься спортом, продолжать свою карьеру спортивную. И подтверждение того, съездили на чемпионат России и выступили с очень хорошим результатом. Данные соревнования являются отбором на чемпионат мира среди ветеранов. Победители будут представлять Россию уже на международной арене. Чемпионат мира состоится в октябре этого года в Хорватии. Айра Сабьонуюн и Ангар Кужга, телеканал Тува-24. Это были все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч.